Всем здравствуйте, меня зовут Людмила Козловская, я представляю международную правозащитную организацию «Фонд «Открытый диалог», а также являюсь администратором правозащитной мониторинговой группы «Активисты, не экстремисты». И сегодня мы поговорим о преследовании этнической казашки. Ее зовут Салтанат Кусманкызы. Цель ее преследования как раз-таки устранить ее как одного из ключевых свидетелей, которые видели черную бухгалтерию между китайско-казахской компанией. Возможно, это и сейчас... Секундочку. Так, да. И сейчас наша задача как раз-таки рассмотреть конкретно этот случай, каким образом режим Назарбаева, а в данном случае есть подозрение и основания полагать, что вообще за этой фирмой китайско-казахской стоят Назарбаев и его близкие люди, каким образом они пытаются убрать свидетелей черной бухгалтерии в огромных масштабах, там суммы проходили в сотнях тысяч долларов. И сейчас все, что необходимо сделать, это поддержать Салтанат Кусманкызы, потому что ей грозит в любой момент арест и заключение на 8 лет тюрьмы. Но это не только 8 лет тюрьмы, это опасность для нее, для ее жизни. И об этом мы сегодня поговорим с непосредственно самой Салтанат Кусманкызы, этнической казашкой, проживающей в Казахстане, а также с Айгуль Павел, правозащитницей правозащитного движения 405, которая очень детально изучила ее дело и поможет мне в переводе и освещении этой ситуации для международного сообщества. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, Салтанат, и здравствуйте, Айгуль. Айгуль, пожалуйста, попросите Салтанат, чтобы она нам кратенько рассказала, вот насколько она вообще себя чувствует сейчас в безопасности и в чем, собственно говоря, проблема, почему суды не защищают Салтанат, и прокуратура, и полицейские, хотя она предоставила весь пакет документов, свидетельствующий о том, что она не виновна, и суд апелляционный признал ее невиновной изначально. А сейчас такое ощущение, что полностью все переписали, вот, изменили всю действительность. Несмотря на все эти аргументы, ее просто сейчас хотят закрыть. Салтанат, қысқаша айтып шықсаңыз да, өзіңізде қазір қандай жағдай болып жатыр? Не себепті соттар, мысалы прокуратура, бүкіл сізде дәлел, документтер бола тұра, барлығы де оның бәрін қарастырмай, сізді кінәлі деп есептеп, мысалы компанияда да, сіз жасаған компанияда қаншама бұзушылықтар болса да, олардың бәріне көз жұмып, неге сізді кінәлі қылып шығарғысы келіп тұр? Қысқаша айтып берсеңіз. Не болып жатқан жағдай қазір? Дәл қазір. Қазіргі сот кешегі 19 күн өткен жоғарғы сотта тағы да бас прокурордың наразылығын қолдап, мені қайтадан 8 жылға қамады. 8 жылға соттады. Менің қолымда қаншама документтер болса, мен өз-өзімді ақтай алмадым. Қорғансызда тұрғандай болдым мен қазір. Заңмен мені ешқандай қорғап тұрған жоқ. Қазақстанның заңы мені ешқандай қорғап тұрған жоқ. Өзімді қорғай алмайдым, қорғансызда отырмын. Бұл компанияда мен 10 жылдай жұмыс жасадым. Бұл компанияның барлық заңға қайшылық, заң бұзушылық әрекеттерін білгеннен кейін ба, соларды сотта дәлелдеп берсем де, оны судьялар, прокурорлар ешқайсы қарастырған жоқ. Жақсы, қазір переводтап берейін. Людмила, сейчас Салтанат грозит 8 лет тюрьмы за то, что она работала в этой компании, вышеназванной китайско-казахской компании. Это компания ASI, да, называется? ASI Ltd. ASI Ltd, ага. Она видела очень много нарушений в этой компании. Даже если она все это разоблачила, раскрыла, все это остается сейчас в данный момент без внимания, игнорируется судами, Верховным судом. Сейчас Верховный суд вынес решение, что Салтанат является виновной и закрыть ее в тюрьму на 8 лет. Она в любой момент ожидает, что за ней придут и заберут в тюрьму. Я хотела только уточнить, вот смотрите, вы же не просто даете свидетельство, у вас есть документы, да?
вот документы, свидетели. Вот как суд реагировал вообще? Принимали во внимание это КНБ, полиция, прокуратура? Ведь речь идет о сотнях тысячах долларов. Это невозможно в Казахстане без, понимаете, снять огромную сумму денег из банка, перевести ее в одно место, потом в другое. Невозможно без известности этой транзакции, этих действий со стороны правоохранительных органов, в том числе банков. То есть идут тотальные нарушения, сеть этих нарушений. Вы фактически их вскрыли. Как на это реагировала прокуратура и все остальные? Салтанат, қараңыз, прокуратура, сот қандай реакция болды на то, что вот, например, үлкен сомадағы, үлкен көлемдегі сомалар жүріп жатыр да бұл компанияда. Соны мысалы деген қалай КМБ-да көрмеді ме екен соны деген, сол туралы мысалы сіз соларға сомалар туралы документтеріңізді бердіңіз ғой, дәлелдерді көрсеткіңіз келді, мысалы сотқа тапсырғыңыз келді, соны қабылдады ма сот, прокуратура? Жоқ, қабылдаған жоқ. Ең бірінші сот сатысында, аудандық сотта менің бұл компанияның мынандай черный касса деп айтады ғой, осы журналды көрсеттім. Менде бұл журнал 2014 жылы желтоқсан айының журналы. Осы журналды көрсеттім, бірақ та бұл журналды компанияның бас бухгалтері, зам директоры ешқайсысы бұл журналды мойындаған жоқ. Даже осы журналды толтырған кассир қыз Дәулетхан Мөлдір деген қыздың өзі соттың үстінде. Жоқ, бұл менің подписім емес, менің подписіма ұқсайды, бірақ менің подписім емес деп сөйтіп судьяға жауап берді. Все хорошо. Людмила, на суде Салтанат пыталась приобщить к материалам дела данную копию журнала, где регистрировались незаконные деньги, где регистрировалась вот эта черная касса. Но она не была принята судом, во-первых. Во-вторых, бывшие коллеги Салтанат и руководство, в том числе там кассир, который также вела этот журнал, там не одна Салтанат была задействована. Вот эти деньги незаконные носили в эту квартиру, где хранились эти доллары, также и другие девушки, молодые девушки, которые работали в этой компании. Одна из них тоже заполняла этот журнал. Она впоследствии на суде отказалась. Она утверждала, что никогда не видела такого журнала, никогда не вела. Это не ее подпись. Да, подпись похожа на ее подпись, но это не ее подпись, она утверждала. Также заместитель компании отрицал, главный бухгалтер отрицала существование такого журнала. И таким образом данную вот эту копию данного журнала, но это по сути доказательство, также судья также не принял. Это в первом суде. Когда ее... Осы журналға экспертиза жасадан бас тартты судья. Жасаған жоқ экспертиза. Сосын менің адвокатым өз бетінше осындай экспертиза жасатты, журналға экспертиза жасатты. Міне, бұны сотта тіккен жоқ, судьяда қабылдаған жоқ, сотқа деланы тіккен жоқ. В общем, вот она подробно рассказывает, что от экспертизы судья отказался, и сторона защиты, то есть Салтанат, за свой счет сделали экспертизу частную, но все равно заключение этой экспертизы не было принято судом. Вот я хочу здесь остановиться. Вот смотрите, у вас есть фактически задокументирована каждая сумма, которая проходила с этой китайской компанией, правильно? Извиняюсь, Людмила, можете повторить вопрос? Да, я говорю, что у вас в этом журнале есть задокументирована каждая сумма, которая проходила через эту китайскую компанию. Салтанат, мына журналда осы компанияда өткен ақшаның барлығы жазылған ба, прям каждый сомасы? Барлығы жазылған, компанияда өткен кіріс, шығыс ақша доллармен, теңгемен барлығы жазылған. Да, там, Людмила, все зарегистрировано, все записано, все зафиксировано, и сумма и в тенге, и в долларах, все прям. Как это возможно, что суммы в долларах проходили
без ведома. Ну, то есть это же невозможно. То есть да, любая сумма, то есть какие, давайте, может быть, еще с другого бока начнем. Какие там суммы? Вот средняя сумма от минимума к максимуму и суммарно, вот сколько вот только на вашей памяти прошло, там какие объемы сумм? Салтанат, сіздің есіңізде қалған минимальный қандай сумма қабылданды и максимальный қандай көлемдегі суммалар қабылданды бұл компанияда вообще? Для наших зрителей скажу, что эта фирма занималась поставкой запчастей, да, то есть различного рода техники из Китая в Казахстан. Да. иә Салтанат, қараңыз да, қандай, мысалы, есіңізде қалып, қандай минимальный сумма өтті, қандай самый максимальный қандай сумма өтті, и жалпы вообще сіздің есіңізде қалған, например, мысалы, сіздің қолыңыздан, да, мысалы, сізге қанша сумма, жалпы қанша сондай сумма өтті? 30 мыңнан ақша қабылдайтын, 50 мыңнан қабылдайтын, 30 мың доллардан, 50 мың доллардан, иә. Мен бір есімде қалғаны бір күннің ішінде бір клиент келіп 135 мың доллар төлеген күн. Сонда ең доллармен қабылдаған. Ең төмен дегенде сол 30 мың доллардан. И бір күні 135 мың доллар. Мына журналдың ішінен қарасаңыздар көрсетіп бере аламын. Салтанат, 135 мың доллар қабылдаған күн. Все хорошо. Ең жалпы сонда бәрлік сол сумманы қосқанда сізден қанша ақша өтті? Сізден емес, ол сізге берді ғой, сіз ана квартираға апарып сақта деп, қанша сумма? Міне, мен бұл жерде Асқар Жакулин емделіп кеткенден бастап, сентябрь айынан бастап, 2014 сентябрь айынан бастап, міне жерде 258 мың доллар қабылдады. Сентябрь ай. Қай уақытқа дейін? Сентябрьден? Сентябрь бір айда. Все хорошо. Сентябрьдің 11-нен, иә. Все, стоп. Людмила, минимальная сумма, которая проходила в долларах, это 30 в среднем, 30 тысяч, 50 тысяч. Минимальная. Каждый день. Каждый день? В день, да. Дорогие казахстанцы, слушайте внимательно. 50-30 тысяч – это минимальная сумма, которая проходила через фирму IST Ltd, китайскую фирму в Казахстане, по черной бухгалтерии. И этого не замечали случайно прокуроры, полицейские, и не замечали КНБшники. Вы в это верите? Это возможно? Да. А в один день принесли сумму в 135 тысяч долларов. На память. В один день? То есть это все задокументировано. У нее есть. У Салтаната когда и сколько было получено. Да. У нее все есть. У Салтаната есть документ, копия вот этого журнала, где это все зафиксировано. Салтанат также начала рассказывать общую сумму, но там, по-моему, мы счет потеряем. Она просто вот хотела показать. Ну, просто приблизительно, если это в течение года, мы вот берем 350 тысяч. Да, там. Даже не в течение года. Она сказала вот в сентябре. Например, бір айда, желтоқсан айында, қараңыз, 510 мың доллар. Қай жылы? 2014 желтоқсан айында 510 мың доллар. В 2014 году в одном месяце, в декабре, прошел сколько? 510 мың доллар. 510 тысяч долларов. Это просто черное. В этом году, Людмила, это практически 7 лет назад это были огромные деньги. Эта фирма до сих пор действует в Казахстане? Бұл фирма до сих пор жұмыс жасай ма әлі? Иә, жұмыс жасайды Алматыда, Сүйінбай даңғылында. Да, в городе Алматы. Ну, невозможно. Город Алматы, такие фирмы могут исключительно действовать только под протекцией Булата Назарбаева. Как мы это знаем из достоверных источников, которые регулярно нам сообщают, где и как тратят деньги 10-я, 35-я жена, и там самая любимая жена Гульнур, которая там, не знаю, какая по счету. В общем, и все их родственники, это как раз-таки любой бизнес в Алмате, именно такой большой масштабный бизнес, он контролируется Булатом Назарбаевым. Невозможно, чтобы китайский бизнес с такими теневыми суммами в течение дня вообще что-либо сделал без ведома КНБ, полиции, прокуратуры. Где наш замечательный СОБР? Вы все так плачете, вы все рыдаете в комментариях, как же это так, мы сейчас разоблачаем ваши лица. Ну скажите, где вы защитили конкретную женщину, этническую казашку, которая бежала
от концентрационных лагерей. Вот сейчас она перед вами сидит. В любой момент ее могут закрыть. Скажите, хотя бы один соборовец, который сейчас получает деньги со стороны казахстанских налогоплательщиков для того, чтобы одевать и обувать своих детей, свои семьи. Вот она раскрыла полностью тотальную коррупцию, черную бухгалтерию. Кто из вас, собровцы, орлановцы, КНБшники, прокуроры, полицейские, защитил эту женщину? Кто? Хотя бы один. Напишите в комментариях. Вы же всегда находите время написать в комментариях, как же так мы преследуем ваших членов семьи. Напишите сейчас. Вы смотрите нас. Сейчас, что касается еще одного аспекта. Вот у вас есть все документы. Суд вынес постановление, что вас в любой момент могут задержать. Что могут сделать казахстанцы? Вот прямо сейчас, каждый день, для того, чтобы ваш арест не состоялся. Салтанат, қараңыз да, қолыңызда барлық документтер бар, барлық дәлелдер бар. Дәл қазір қазақстандықтар не істей алады, сізге қалай көмектесе алады, қалай қорған бола алады? Мен осы дәлелдермен 6 жыл болып өзімді ақтап келе алмай тұрмын. Қазақстандықтар сізге дәл қазір қалай көмектесе алады? Білмеймін, жоғарғы соттан әлде үміт үзбеймін, жоғарғы сот қайтадан бұл істі қайтадан тергеуге жіберіп, істі қайтадан ұрлықты аштыруға атсалыса ма деп үміттеніп отырмын. Қараңыз, Салтанат, Қазақстанда барлығы коррупциямен шіріп кеткен, да, барлығы бір-бірімен осылай байланысқан. Уже жоғарғы сот сізге шешім шығарып отыр. Шешім шығарып отыр. Хотя біліп тұр, что сіздің кінәңіз жоқ, қолыңызда дәлелдер бәрі бар. Мені бір рет ақталып шықты ғой. Апелляциялық сотта ақталып шығарып, қайтадан мені жоғарғы сот. Қазіргі уақытта қалай ойлайсыз, қазақстандықтар сізге қалай көмектесе алады? Ғана айттыңыз ғой, осы эфирге шықпастан бұрын сөйлескенде айттыңыз да, апелляциялық сотта қалай сізді ақтап шықты? Халықтың көмегімен ақталып шықтым, иә. Мен сол халықтан көмек сұраймын, халықаралық ұйымнан көмек сұраймын, адам құқық органдарынан, бюродан көмек сұраймын. Людмила, Салтанат, вот на вопрос, как сейчас казахстанцы смогут ей помочь. Жыламаңыз, Салтанат. Не плачьте. Ваши слезы не стоят того, чтобы хотя бы... Если в Казахстане есть мужчины, вообще есть, да, понимаете, и особенно те, которые в погонах, они сейчас должны как собаки сидеть под вашими дверями и охранять вас, чтобы не отдать вас на съедение китайцам и беспощадным пыткам, которые вам может организовать Булат Назарбаев, понимаете? Если хотя бы один мужчина есть в погонах, тот соборовец, который кричит у меня в комментариях, что он защищает Родину, он должен сидеть под вашими дверями и обеспечить вашу безопасность. Или они просто трусы, которые обеспечивают безопасность Булата Назарбаева, чтобы он спокойно каждый день воровал 30-50 тысяч долларов, а он будет сидеть как песик, охранять его следующую любовницу, жену, детей, которые покупают часики за 350 тысяч долларов, или, например, какую-нибудь яхту за 200 миллионов, и просто танцевать на костях таких простых казахов, которые просто хотят справедливости. Да. Этнических казашек, которые бегут от тоталитарного режима в Казахстане и в Китае. Кто-нибудь защитит из мужчин эту женщину? Есть такие мужчины в погонах? Да, я вот за Салтанат хочу сказать, она так как не знает про нашу борьбу, я ей задал вопрос, как казахстанцы могут в данный момент ей помочь. Она не смогла ответить, тогда я ей напомнила, как вот на апелляционном суде ей удалось выиграть. Салтанат сразу однозначно сказала, с помощью народа, с помощью публичности. Тогда было очень много народу, который поддерживал ее, которые требовали от властей оправдать Салтанат. Это я помню, это было в 2019 году, если не ошибаюсь, я видела очень много
Да, это было Сообщение очень широко описано в СМИ. да, широко, да, Казахстанские вот СМИ она же представляют, я имею в виду пропагандистские СМИ, они представляют Салтанат как якобы человеком, который украл эти деньги или хотел дать заведомо ложную информацию. Так вот, дорогие, да, мои, если вы даете свидетельство против Булата Назарбаева и китайской фирмы, как казахстанцы, все, вы становитесь просто людьми, которые предоставляют заведомо ложную информацию, и вас могут как Салтанат упечь на 8 лет. И ни один собровец, ни один полицейский не окажет вам никакой помощи. ну, хоть и шла такая пропаганда, люди знали, народ знал, что Салтанат ни в чем не виноваты, и что просто фабрикуют на нее дело. И была масштабная поддержка Салтанат. Только вот с помощью этого и ей удалось на апелляционном суде ну, как оправдать себя, свое честное имя. Вот здесь некоторые в комментариях пишут, кто такая Салтанат. Салтанат – это одна из жертв преследований по политическим мотивам, потому что она является ключевым свидетелем, в данном случае против китайской фирмы, против семьи Булата Назарбаева, потому что хочет она или не хочет, связана с ними прямую или нет, но этот бизнес исключительно возможен с такими суммами огромными, в 30-50 минимум тысяч долларов, а максимум это около 150 тысяч долларов в день проводились транзакции. Да? То есть эта сумма невозможная в стране, если об этом не знают соответствующие правоохранительные органы. Так вот, она была единственной, кто раскрыл эту теневую черную бухгалтерию. И за это ее сейчас уголовно преследуют. Ее могут посадить в любой момент на 8 лет, а по факту просто ликвидировать как свидетеля, ключевого свидетеля, у которого есть документы, полностью все задокументировано, которая привела свидетелей в суд, и которая единственная имеет храбрость, чтобы все это рассказать и показать, самое важное, на документах, дорогие казахстанцы. Вы с удовольствием смотрите фильмы Навального. Перед вами сидит живой человек, который в 1000 раз сильнее Навального, потому что это женщина, этническая казашка, и она самостоятельно борется в этой борьбе. У нее нет никаких дополнительных членов команды, нет каких-то юристов, которые стоят за ее спиной. Она одна ведет борьбу против этой всей жестокой системы. Если вы ее не поддержите, ее убьют. Ее просто убьют, потому что она сделала невозможное. Рассказала о теневой черной бухгалтерии на конкретном примере китайской фирмы, крышуемой Булатом Назарбаевым и его людьми. Сейчас ей угрожает опасность. Нужна поддержка. Сейчас нас смотрит в эфире больше 571 человек. Я очень рассчитываю, что среди этих 570 человек у нас есть хотя бы несколько бравых мужчин в Алматинской области, в Алмате, которые все-таки будут как-то поочередно охранять Салтанат или организуются для этих целей. Потому что если вы отдадите своих женщин на съедение просто Булату Назарбаеву и пыток, особенно тех, которые говорят о черной бухгалтерии, раскрывают такие схемы, это просто непростительно, непростительно. Нужна максимальная огласка. Пожалуйста, помогайте, расскажите про Салтанат, чтобы все, абсолютно все об этом знали. Пишите об этом в Твиттере, тегайте сенаторов и конгрессменов, депутатов и послов других стран, чтобы они знали, вот как выглядит лицо коррупции. Салтанат, с вашей стороны мы попросим передать вас все документы, какие у вас есть. Мы их обязательно проанализируем, опишем и предоставим их также в соответствующие органы. Сейчас Казахстан находится под мониторингом международной организации ГРЕКО. Я напомню, что эта организация главной целью для себя ставит проанализировать, как Казахстан борется с коррупцией. Дословно вчера Такаев, президент Казахстана, сообщил о том, что будет создано специальное ведомство для того, чтобы бороться с коррупцией, в том числе при президенте Казахстана. Так вот, есть конкретный пример. И если сейчас Салтанат хотя бы волосок упадет или что-то вообще случится, то это будет прямая ответственность на Булате Назарбаеве, на президенте Такаеве и непосредственно на самом Нурсултане Назарбаеве. Конечно же, на Кариме Масимове и на генеральном прокуроре Казахстана, который полностью находится в связке с этой семьей для сокрытия, в данном случае, теневой черной бухгалтерии на сотни тысяч долларов в день. От десятка до сотни тысяч долларов в день. И что может сделать каждый из казахстанцев? Это максимальные перепосты, максимальная информация, требования. Под каждым профилем Такаева в интернете, а их сейчас масса, под каждым постом, что происходит в Салтанат.
Вот вы все должны стать Салтанат и поддержать обязательно ее в этом вопросе. Салтанат, скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться, чтобы те, кто хотят вам оказать помощь, вот сейчас пишут, где вы, как можно с вами связаться, чтобы вам и такую помощь оказать? Салтанат, қараңыз, сізге көмектескісі келіп отырған адамдар бар, сол қалай сізбен байланысқа шығуға болады дейді. Ну, қазірге дейін мен енді телефоным барлығы ашық тұр. Одан басқа семьядағы әпкеммен байланыс жасауға болады. Телефондарыңыздың номерін эфирден кейін бересіз ғой, да, бізге? Иә, берем. Да, у Салтанат есть, ну, номера телефонов, они публичные. После эфира она Отлично. предоставляет. Да. Спасибо. И также документы. Нам тоже нужны будут документы, чтобы мы максимально публиковали их и могли вам помочь. И мы постараемся обязательно сделать сейчас в ближайшее время встречи, чтобы ваше дело было также известно на международной арене. Салтанат, обязательно тоже эфирден кейін барлық қолыңызда бар документтер, барлық дәлелдерді фотоға түсіріп немесе скрининг етіп бізге жіберіңіз. Содан кейін Людмила халықаралық ұйымдардың өкілдерімен сізге осындай кездесу ұйымдастыруға тырысады. Евродепутаттар сияқты сондай. Еще спрашивают, нужна ли вам финансовая поддержка, например, если у вас карточка Каспий Голд, есть ли у вас средства для существования, потому что здесь есть люди среди наших комментаторов, которые готовы вам в том числе перечислить средства. Салтанат, сұрап жатқан кісілер бар тоже, сізге қаржылай көмек керек пе деп, егер керек болса, Рахмет. счеттарың, тоже счеттың номерлары, соны сұрап жатырған кісілер бар. Иә, менің счетым барлығы бұғатталған азаматтық соттың шешімі бойынша, өйткені қазір менің мойнымда 77 миллион 400 мың теңгеге іліп қойды. Олар заңсыз расходный ордерге қол қойдыртып алғаннан кейін азаматтық сотқа берген. Мен счеттарым, пәтерлерім барлығы арестта тұр. Мен тек қана мамамның счетының нөмірін бере аламын. Все ее счета заблокированы, абсолютно все ее счета заблокированы, но она может предоставить счет своей мамы. Да, в принципе. Хорошо. Тогда предоставите счет своей мамы, мы опубликуем его, и под этим постом, то есть, дорогие комментаторы, мы постараемся опубликовать, попросим канал 1612, чтобы они нам помогли, и опубликовали в описании к этому посту номер счета. Мы также опубликуем его в группе «Активисты, не экстремисты», и все, кто захотят помочь Салтанат, можете перечислить деньги на ее маму. Огромное спасибо, Салтанат. Мы хотим вам выразить со стороны нашей правозащитной организации всяческую поддержку. Вы, пожалуйста, нам передайте эти документы, которые сейчас вы продемонстрировали на прямом эфире. Мы обязательно проинформируем об этом сразу же международное сообщество. Особенно сейчас рассматривается ситуация в Европейском парламенте и в других международных организациях. Мы сообщим им о вашем деле. Рахмет. Түсініңіз ғой, да, Салтанат? Рахмет сізге. Ісіңізді міндетті түрде Людмиланың ұйымы, открытый диалог деген ұйымы, біздермен бірлесіп, қазақстандық қорғаушылармен халықаралық қауымдастыққа жеткізуге міндетті түрде тырысамыз. Иә. Всем нашим телезрителям барлық документтерді өткіземіз, көрсетемін. Иә, обязательно. Всем нашим телезрителям, то сейчас у нас 675 зрителей, все, кто хотят помочь, вы сможете найти счет непосредственно в описании к этому посту. Также, кто хочет связаться с Салтанат и оказать ей поддержку, желательно, чтобы вы действительно организовали поочередную поддержку ей, вахту, чтобы ее не могли просто-напросто задержать. Но для того, чтобы это была более эффективная защита, нужна максимальная публичная огласка. Максимально требований везде, особенно в Твиттере. Пожалуйста, регистрируйтесь в Твиттере, чтобы вы могли там писать и в Фейсбуке, в Инстаграме, везде пишите требования, чтобы они отцепились и не преследовали этнических казахов, тем более, которые говорят, разоблачают теневые схемы, уход от налогов, фактически тотальную коррупцию со стороны китайских компаний, крышуемых семьей Назарбаева в Казахстане. То есть требуйте от тех, кому вы платите налоги. А это полицейские, это собровцы, орлановцы и все другие орлы так называемые, которые просто дармоеды за ваши налоги. Помните, вы являетесь единственным легитимным здесь представителем власти, потому что вы делегируете им полномочия, вы даете им деньги,
Понимаете, вы дали им возможность, чтобы они обеспечили вашу и в том числе Салтанат безопасность. Они ничего не делают, контролируйте это. Это ваши деньги, это ваше будущее. Не отдавайте своих людей, не отдавайте никому Салтанат. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо, Салтанат, мы с вами. Спасибо, Людмила. До свидания. Салтанат, сау болыңыз.